Дорогие друзья, добрый вечер, братья и сестры, уважаемые гости. Разрешите, мы с вами сегодня начнем нашу рождественскую встречу в формате музыкальной гостиной. Мы очень любим с вами наши такие приходские посиделки, да, с музыкой, с песнями. И сегодня, что называется, сам Бог велел, потому что святки, потому что святые дни, потому что мир празднует рождение в мир Христа Спасителя. Христос Спаситель принес с собой как раз свое щедрое небесное благословение, свою любовь, свою жертву, принес себя, жертву людям. Поэтому, конечно, чистое, открытое людское сердце не может остаться к этому событию безучастным. И поэтому действительно это праздник для многих людей, праздник для многих сердец, праздник тех, кто обрел Христа, обрел Бога. И поэтому важно, чтобы в эти дни мы тоже славили рожденного Бога младенца. Славить можно по-разному. И в нашей мировой культуре огромное количество, да, и песнопений, и произведений искусства, и художественной культуры. Очень много всего, что прославляет Господа, прославляет Иисуса Христа. И вот сегодняшний наш вечер – это тоже наш такой своего рода рождественский подарок всем вам, потому что Рождество – это действительно чудесный, волшебный, уютный праздник, и мы эту обстановку очень хотели создать вам сегодня, подарить вам такой кусочек радости, уюта, тепла. И сегодня у нас замечательная гостья. Гостья из всех ее, скажем так, титулов всевозможных. Больше всего мне нравится такой – посланница культуры, посланник культуры Республики Удмуртия, народная артистка Народной Республики Удмуртия Надежда Уткина. Прошу вас всех любить, жаловать, принимайте нашу дорогую гостью. Надежда, прошу. Добрый вечер. Бурджитен. Поздоровалась с вами сейчас на двух языках Удмуртской Республики, на двух языках, носителями которого я являюсь, на русском и удмуртском. Я очень рада видеть вас сегодня в этом замечательном, волшебном зале. Спасибо большое отцу Роману за эту возможность быть сегодня с вами. И я надеюсь, что наш вечер мы проведем душевно, глядя друг другу в глаза, слушая, открывая сердца, подпевая, где знаем, где не знаем, подпевая тоже. Очень хочется, чтобы наша вторая часть концерта прошла совместно с вами. Я бы хотела познакомить вас, как посол культуры Удмуртской Республики, с тем чудесным миром музыки, который я в себе ношу и который во мне иногда рождается. Я пишу музыку, и пишу ее уже очень давно. На своей первой песне, я знаю, по рассказам мамы была песня «Валенки», и мне было всего 3 года. И так что считайте, сколько лет прошло, я уже сама и мама, и бабушка, но музыка всегда идет со мной по свету. И давайте вот в эти чудесные вечера после Рождества, святки наши, будем любить, радоваться, петь. И сегодня меня привела к вам эта дорога. И эта песня, которая называется «Дорога», которую я спою на 4 языках, она такой талисман, и, как сказал отец Роман, это визитная карточка. Дорога, которая меня привела сюда, дорога ведет к Богу, дорога ведет к любимому, дорога ведет к друзьям. На стихи Раи Орловой, макшанской, мордовской поэтессы. Куда пришла, к тебе ведет мой путь. Мои слова к тебе доносит ветер во тьме и в серебристом звездном свете. Куда пришла, к тебе ведет мой путь. Куда пришла, к тебе ведет мой путь. Кытынки жит, узески, что
trop curieuse, che ti lo bacio le borse giudiani, che ti insegno zarniose baciani, che ci dammi дорого, ты чудо-дамы, дом дорого. Куда б ни шла, к тебе ведет мой путь, и в счастье, и в беде одна дорога, и речь едина для людей и Бога. Куда б ни шла, к тебе ведет мой путь, куда б ни шла, к тебе ведет мой путь. Où que j'aille, ma voix m'amène vers toi. Mon chant t'amène le long devant lui-même. Et dans le noir et la lumière stellaire. Où que j'aille, ma voix m'amène vers toi. Où que j'aille, ma voix m'amène vers toi. Ковтя за море, кизи лететь, куда б ни шла. Тебе ведет мой путь. Спасибо. Много приходится путешествовать, ездить и по стране, и по Европе, и в юности ездила. Знаете, поняла, что лучше дома ничего нет. И точно так же думает поэтесса и переводчица Наталья Кончаловская, мама Никиты Сергеевича Михалкова, которая написала стихи песни о счастье на музыку Петра Ильича Чайковского. Старинная французская песенка. Три брата уходили искать по свету счастья, сестра им провожала в путь далекий. Три брата не боялись ни взгоды, ни ненастья, и каждый брат пошел своей дорогой. Первый на юг, второй на восток, третий на запад пошел искать удачу. И каждый говорил: пусть моя сестра не плачет, вернусь домой со счастьем, не иначе. Проходит год за годом, зима сменяет лето, сестрица одинокая скучает, а братья где-то ходят, скитаются по свету, и весточки никто не присылает. С юга не шлют, с востока не шлют, с запада ветер один лишь мчится воя, а братья все не едут ни сушей, ни водою, и стала их сестра совсем седою. Однажды поздно ночью домой вернулись братья и тихо у порога постучались. Сестра им отворила: ну, где же ваше счастье? Три брата я с поклоном отвечали: слушай, сестра, мы счастье нашли. Счастье — наш дом родной, леса, поля и нивы. Сестра сказала, плача: вы все останетесь живы, и я могу считать себя счастливой. Спасибо. Я тоже могу себя считать сегодня абсолютно счастливой. Видеть и слышать вас. Очень приятны ваши отклики, отзывы. Я построила песню сегодня о самых важных вещах. И самые важные вещи, они вот так по возрасту. Я хочу спеть песню «Бабушка» на стихи Светланы Наумовой. Улицы в наряде новогоднем, снова я у милого порога.
гости привела меня сегодня к бабушке вечерняя дорога. В гости привела меня сегодня к бабушке вечерняя дорога. Кажется, вот сяду возле печки, затрещит огонь озорничая, заструятся дымные колечки, стебельками синими качая. Заструятся дымные колечки, стебельками синими качая. Бабушка подаст баранок связку, мы с ней почаевничаем вместе и давно забытую мне сказку перед сном расскажет, перекрестит. Жили-были дед да баба, и была у них дочурка. Девочка, 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 Снегурка. Но молчит печурка виновата, за окном белым бела дорога. Валенки, как серые котята, одиноко дремлют у порога. Валенки, как серые котята, одиноко дремлют у порога. Ой, валенки, как серые котята, одиноко дремлют у порога. Спасибо. Спасибо. Я увидела, что моя замечательная удмуртская диаспора подтянулась, и мы сейчас попросим наших помощников принести нам дополнительные стулья. Судя по всему, нас больше, чем мы предполагали. Батюшка, может быть, не вы, помогите, пожалуйста, сколько нам стульев надо? Да, присаживайтесь, мои дорогие. Мы нам дуно еш йосы, мои дорогие друзья, по-удмуртски будет. Мы нам дуно еш йосы. Вот ты пришли. Сюда, подойдите сюда, пожалуйста. Сейчас тепло будет. Первая часть первой части завершилась. Сейчас будет первая часть.